Наш эфир продолжают новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Глава Якутии работает в Верхневилюйском Улусе. Расскажем о рабочем плане Исана Николаева на родной земле. Испытания прошли успешно. Питерские ученые в рамках арктической экспедиции протестировали новый прибор связи. Он поможет обеспечивать устойчивое соединение за полярным кругом. А в Амге завершился второй республиканский патриотический лагерь поколения. Команда какого района стала лучше? Глава Якутии работает в Верхневилюйском Улусе. В первый день делегация осмотрела место строительства многофункционального дворца культуры на 400 мест. А сегодня провели стратегическую сессию. Обсудили изменения механизма передачи отдельных госполномочий по поддержке сельского хозяйства органам местного самоуправления. Также сегодня Иссан Николаев совершил облет лесопожарной обстановки на территории Улуса, после чего собралась комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Якутии. Буквально вчера была угроза, ночью была угроза по горному Улусу, когда огонь пересек речку Матта и мог достаточно быстро двигаться к населенным пунктам. Есть такая напряженная ситуация по Верхневилюйскому Улусу, по Вилюйскому Улусу. И, конечно, остается такая напряженная ситуация по Алекнинскому району. Но сейчас по Алекне и по Горному идут дожди. И мы надеемся, что это позволит ситуацию достаточно стабилизировать. И более того, мы надеемся, что это поможет нам ряд пожаров уже локализовать и ликвидировать в ближайшие дни. И снять вообще потенциальную, даже возможную угрозу населенным пунктам. По нацпроекту продолжают ремонт автодорог. В Хангаласском районе идет капитальный ремонт отрезка республиканской трассы УМНАС длиной 5 километров. По условиям контракта подрядчик обязуется завершить работы до 31 октября текущего года с вводом более 14 километров. Также заключен контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги Якутск-Покровск, Алекминск, Ленск, Пилидуй. Планируют также ремонтные работы в городе Покровске, а также во втором Жумконском наследии и в Актемце. Центр опережающей профподготовки Якутии продолжает предоставлять меры поддержки для детей и участников спецоперации. На данный момент в республике реализуется проект «Свои», направленный на оказание поддержки и помощи в социализации детей и участников СВО. В рамках проекта представлено более 80 программ профессионального обучения в 20 центрах по всей республике. Около 150 детей прошли обучение. У нас есть очень популярные курсы водителей категории А, Б, флористов, фотографов, мобильных видеографов. Все дети были очень довольны прошедшим обучением. Сейчас наш проект реализован в 13 муниципальных районах и муниципальных образованиях. До 24 ноября мы намерены закончить реализацию этого проекта. Испытания прошли успешно. Питерские ученые в рамках арктической экспедиции протестировали новый прибор связи, который поможет обеспечивать устойчивое соединение за полярным кругом. Тестирование приема передатчика Алиса-С завершилось в самом северном поселке республики Тикси. Основными особенностями данной разработки являются его простота и мощность, эффективная дальность действия сети 16 километров. Приемопередатчик можно использовать автономно, заряда хватает на 2 дня работы. После испытаний приемопередатчик отправится на доработку, а через год комплект приборов планируют передать якутскому поселку Тикси для обеспечения связью. Гибридная сеть связи – это значит, что сеть организуется различными средствами связи, проводными, беспроводными, космическая связь. Они объединяются в единую систему и потом интегрируются в единую сеть государства, то есть Российской Федерации. И работает без перебоев, как мы в этом убедились на практике. При этом мы использовали в основном отечественную элементную базу, отечественное оборудование, ну и в том числе, конечно, разработанное в нашем университете. Опубликован список первых зачисленных в СВФУ на основные конкурсные места по программам бакалавриата и специалитета. Всего в списке 2400 человек, из которых 357 будут обучаться заочно. Также в ВУЗе напомнили, что информация о зачислении должна быть доступна в личном кабинете госуслуг или же абитуриенты СВФУ. Напомним, что головной вуз документы подали более 4800 человек. Еще 500 решили поступить в филиалы университета.
В Мирюнском наследии Усть-Алданского улуса заканчивают заливку бетоном тротуаров. Для этой цели из местного бюджета выделено 1 миллион 700 тысяч рублей. За работу взялась бригада из 5 человек. В этом году основной упор сделан на соцобъекты, которые находятся в восточной части поселка, так как центр уже благоустроен тротуарами. Именно рядом со школой и детским садом во время обильных дождей люди идут по обочине дороги. Планируем провести работу на протяженности 500 метров. Это у нас по улице Ленина и по улице Юнат. Но основной упор сделали на социальные объекты. Это у нас Мирюнская общеобразовательная школа номер 2, дом Аланхо и детский сад Мирюшен. Международный день светофора отмечают по всему миру сегодня. А именно в этот день в американском Кливленде 5 августа 1914 года появился первый светофор. В Якутске в настоящий момент действует 140 светофорных объектов, каждый из которых устанавливают по решению комиссии по безопасности дорожного движения после тщательного анализа аварийности. Продолжительность сигнала определяется интенсивностью движения, чтобы обеспечить максимальную безопасность и эффективность. С 2009 года в Якутске появились новые светофоры с табло вызова пешехода. Горожане могут сами контролировать переход, нажимая кнопку вызова, что значительно повышает пропускную способность дорог и безопасность перехода. До светофора на наших улицах можно было встретить больше пешеходов, чем машин. Так как машин было мало, люди могли свободно ходить пешком по проезжей части, не опасаясь угодить под колеса автомобиля. А отсюда следует, что машин было мало, и надобности светофора тоже было мало, и продолжалось это до середины 50-х годов. А потом транспорта становилось все больше, и правила дорожного движения соблюдать становилось делом необходимым. Чтобы народ был дисциплинированным, на каждом перекрестке главной улицы стояли постовые белые футболки. Путь Росомахи в Якутске подходит к завершению. Смена в детском лагере «Радуга» по туристической и военно-спортивной подготовке. Начиная с 1 августа 140 воспитанников в течение 5 дней осваивали основы строевой, спортивной, медицинской и тактико-специальной подготовки под руководством специалистов. Итогом всех мероприятий станет испытание на ориентировку в экстремальных условиях завтра, 6 августа. Участие приняли 6 подразделений МВД, которые провели мастер-классы, показательные выступления с собакой и профилактические мероприятия по правонарушениям. Второй республиканский патриотический лагерь «Поколение» завершился в Амге. В течение 3 дней команды 8 районов участвовали в соревнованиях. По итогам команда Усть-Алданского района стала во 2-й раз победителем республиканского лагеря. Для участия в мероприятии приехали команды Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Хангаласского, Татинского районов и города Якутска. Амгинский район представляли 2 команды. Цель лагеря – это совершенствование системы патриотического воспитания в республике. Задачи – пропаганда ЗОЖ, формирование дружеских отношений между поколениями. В этом году данный лагерь мы проводим во 2-й раз. Целью нашего лагеря является патриотизм, вовлечение молодежи в работе с ветеранами, передача опыта, и поэтому называется «Поколение». В лагере у нас проводится 3 этапа. Первый этап – это полоса препятствий. Второй этап – это городки. И третий этап – огневой рубеж. В первом этапе победила команда Усть-Алданского улуса. Сейчас, как видите, люди очень азартные, им очень нравится играть. Особенно нравится молодежи, потому что они в первый раз увидели такой вид спорта, как городки. Каменный лес реки Синий или Синские столбы в последние годы пользуются повышенным интересом не только у якутян, но и туристов из других регионов и стран. Как правило, приезжают сплавиться по реке и насладиться видами поющих скал. Наш корреспондент Виолетта Засимова посетила этот памятник природы, чтобы узнать, кто его охраняет и как планируют развивать.
Синские столбы нередко называют младшим братом ленских столбов. Во-первых, они схожи по внешнему виду. Во-вторых, обе достопримечательности ранее входили в состав природного парка Ленские столбы. Однако в 2019 году Ленские столбы получили федеральный статус и перешли под управление Минприроды России. А Синские остались в ведении республики. Охраной территории Синского кластера занимается филиал Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков, входящий в состав Минэкологии Якутии. В нашем парке работают в общем 8 человек. Все госинспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях. Мы, во-первых, занимаемся охраной территории, контролируем за туристами, проводим биотехнические мероприятия, зимой зимний маршрутный учет, ну и так далее. Обустраиваемся, облагораживаем территорию. Синские столбы посещает большое количество туристов. Часть из них в составе организованных групп, а другие самостоятельно. Примером последних могут служить путешественники из Москвы Александр Мовчиков и Наталья Петрусинская, которые сплавились на байдарке с горного Улуса и прибыли в село Синск, преодолев в общей сложности около 100 километров. Много лет назад мы увидели отчет какого-то туриста по реке Синей. Увидели эти красоты, эти столбы, захотел самим посмотреть. До этого мы были во многих регионах, на Алтае, в Саянах, и на Камчатке, и, конечно же, в Карелии, но вот в Якутии еще не были. Погода была прекрасная, была жара, правда, много мошкары, но терпимо. Поймали рыбу, ели ее весь поход. Что хотелось бы, чтобы мусор вывозили туристы, потому что на последних стоянках было немного мусора. Мы сами мусор сжигаем или вот вывозили с собой. Сейчас будем искать мусорку. Действительно, с увеличением потока посетителей отмечается рост бытовых отходов. Особенно мусора много возле поющих скал, главной точки притяжения туристов. К слову, название этих скал связано с тем, что весной ветер, проходящий через отверстия в скалах, создает звуки, напоминающие музыку. Как всегда, была и стоит проблема о вывозе мусора. Убедительная просьба посетителям нашего парка: увозите с собой мусор, пожалуйста, не загрязняйте наше заповедное место. Очень красивая территория, природа. На данный момент на территории Синского кластера функционируют 3 кордона, один из которых основной, расположен на 25-м километре от села Синск. Здесь находится домик госинспектора и прочие постройки. В будущем здесь планируется развитие туристической инфраструктуры. Намечено строительство экологической тропы протяженностью 45 километров, которая будет вести от села Синск к поющим скалам. Тропа будет включать смотровые площадки, лестницы и ограждения на опасных участках. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. На этом все. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже.